الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля благословить нас в наших уроках и просим у Него прощения за наши упущения и за наши грехи, которые мы совершаем. Также просим у Него Субханаху ва Тааля, чтобы не лишал нас полезного знания из-за наших грехов. Воистину Он слышащий и отвечает на мольбу тех, которые взывают к Нему. На прошлом уроке мы начали с вами изучать первую основу. Продолжаем чтение слов автора. Он говорит: если тебя спросят, кто твой Господь, то ответь: мой Господь Аллах, который создал и взрастил меня и все миры из своей милости. Я поклоняюсь только Ему и никому иному. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: хвала Аллаху, Господу миров. То есть первый аят суры Аль-Фатиха. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Хвала Аллаху, Господу миров. Каждый, кроме Аллаха, относится к мирам, и я один из них. Ответь таким образом: и если тебя спросят, кто твой Господь, ман Раббука, Господь на арабском Ар-Рабб. У Всевышнего Аллаха есть имя. Звучит оно вот так: Ар-Рабб. На русский его переводят как Господь. Ответь ему, скажи: мой Господь, то есть Рабби, это Аллах, который создал, израстил меня и все миры из своей милости. Все это потому, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля Ар-Рабб, Господь. Слово Ар-Рабб взято от слова Тарбия, что означает уход и забота. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Он заботится о своих творениях. И на каждой стадии его развития приводит его к совершенству тем, что подходит и соответствует этому существу. Все то, что окружает нас, находится под покровительством, под заботой кого? Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что Он великий, который заботится о своих творениях. Поэтому автор говорит: который создал и взрастил меня. Имеется в виду, наблюдал и оказывал мне заботу во всех стадиях моего развития, с тех пор, как я пришел на этот свет, до того момента, которого дожил. Он, Субханаху ва Тааля, заботится из своей милости. Именно такой ответ дал Муса, алейхиссалям, когда фараон спросил у него: кто твой Господь, у Муса? Когда Муса пришел к фараону со своим братом Харуном, у них фараон спросил, как об этом сообщил Всевышний в Коране: «Каля фамар раббукума я Муса». Он сказал: кто ваш Господь, у Муса? Кто этот Ар-Рабб, которому вы призываете? Просит описать ему Господа. Теперь посмотрите, как описывает его Муса. Говорит: «Каля раббуна аллази а'та кулля шей'ин халкаху thumma хада». Муса сказал: наш Господь тот, который придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь. То есть наш Господь, Он тот, который придал облик каждой вещи. То есть создал все то, что окружает нас, в том облике, в котором пожелал, соответствующий Ему, и указал каждому путь его развития. Отсюда становится нам ясным смысл слова Ар-Рабб, Господь. Господь, Он тот, который создал и который заботится о своих творениях, указывает им на путь развития. Вот кто наш Господь. Поэтому здесь говорит: мой Господь Аллах, который создал и взрастил меня и все миры из своей милости. Миры — это все то, что помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Я поклоняюсь только Ему и никому иному, потому что поклонение будет заслужен только тот, который создал нас. Потом привел доказательства на это. И сказал, что доказательством на это является сура Аль-Фатиха, ее первый аят. Хвала Аллаху, Господу миров. Потом сказал: каждый, кроме Аллаха, относится к мирам, и я один из них. Господу миров. Существует мир людей, существует мир джиннов, существует мир ангелов, существует мир животных, существует мир растений и так далее. Миры.
Кто их не Господь? Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля. Я отношусь к ним. Вот кто такой Господь. Вот кто такой Ар-Раб. И, конечно же, самой великой заботой Всевышнего Творца, который создал все творения, является его забота о человеке, о его духовном существовании. Милости Аллаха, смотрите, он говорит, который взрастил меня и все миры из своей милости. Этими милостями Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля содержит всех творений, потому что он Господь. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Аллах говорит в Коране, если вы постараетесь посчитать милости Аллаха, вы никогда этого не сможете сделать. Все то, что окружает нас, это милости Аллаха к нам, по отношению к нам. И эти милости, они являются помощью от Аллаха Субханаху ва Та'аля для творений, чтобы они развивались и смогли существовать в этом мире. Но не нужно забывать, что Господь, который взрастил и позаботился о тебе, как о своем создании, физически содержа твой организм, подкрепляя твой организм всем необходимым, знай то, что Он, Субханаху ва Та'аля, не оставил в стороне духовную заботу, о состоянии твоей души тоже позаботился. И это является самой великой милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Он заботится о состоянии сердец своих творений. И это самая великая его милость. А именно создание человека таким образом, чтобы он был способен стать праведным рабом Аллаха, послушным рабом своего Господа, который создал его. Такую возможность имеет каждый, кто находится под заботой Аллаха Субханаху ва Та'аля. Еще раз с вами говорю, такую возможность имеет каждый. И Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля облегчил это настолько, насколько мы даже не в состоянии с вами представить в полной мере. Воистину, милость Аллаха в этом вопросе была для нас огромной. К числу такой заботе можно отнести то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля создал человека на фитре. Что такое аль-фитра? Фитра – это изначально рожденное чувство каждого человека о том, что Творец существует и что ему нужно поклоняться. Изначально человек, рожденный, будучи чистым, тянется к Творцу. И сердце хочет привязаться только к Нему. Это без исключений. Невозможно найти такого человека, который не испытывает такого чувства. Такого нет. Разве есть такой человек на земле, который родился, не зная Господа миров, Всевышнего Аллаха? Всевышний Аллах, Он самый известный. Его имя самое распространенное. Все его знают в своем сознании, в своем подсознании. Все его вспоминают. Но это фитра, это чувство будет полезным средством для подготовки стать послушным рабом Всевышнего Аллаха, если ее не испортят ложные религии или же неверующие родители. Как раз таки неверующие родители, которые воспитают ребенка неправильным воспитанием, или же ложные религии, идеологиям, которым может подвергнуться человек на протяжении своей жизни, находясь среди них, развиваясь среди них, может испортиться. И это его фитра, чувство может загрязниться. Поэтому Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, не оставил своих рабов, а послал к ним своих посланников. Это тоже самое великое проявление Его заботы, потому что Он Господь. И заботится о твоем духовном состоянии, посылал пророков и посылал посланников, чтобы они очищали вот эту вот фитру загрязненную, запачканную ложными верами, искаженным воспитанием. То есть твое сердце, оно подверглось, твое это чувство, оно уже изменилось. Ее нужно исправить, ее нужно привести в порядок, в ее истинный первоначальный облик. Для этого Всевышний Аллах что делает? Посылает к людям своих посланников и своих пророков. Они приходили и призывали людей возвратиться к этому чувству и быть таким, каким Аллах создал тебя в утробе твоей матери, а именно единобожником, поклоняясь только Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Также одним из проявлений заботы божественной о духовном состоянии человека является то, что Всевышний Аллах каждому даровал разум. Даровал каждому разум, аль-акл. Если человек будет свободен от страстей и своих прихотей, не будет потакать своим низменным желаниям, он способен отличать дурное от полезного, плохое от хорошего. Разве не так? Это называется акл, разум, у всех принятый. Здравый рассудок. Аллах каждому человеку дал разум. В чем разница между человеком и животным? Между человеком и животным разница в том, что Аллах сделал человека способным размышлять, думать и различать,
что вредно, что не вредно, что плохо, что хорошо. А если посмотришь на призыв и проповеди пророков и посланников, увидишь, что твой разум подталкивает тебя откликнуться и ответить. Потому что ничего, кроме полезного, они не говорили. И ничего, кроме благого, они не проповедовали. Также одним из проявлений заботы Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля то, что Он, создав это мироздание или этот мир, везде указал людям на свое единство. То есть, если поразмышляешь над окружающим тебя миром, увидишь знамения Аллаха, которые указывают на Его единство, разбросаны повсюду, вокруг тебя, которые свидетельствуют однозначно, что Создатель всего этого заслуживает поклонения, потому что Он единственный, который создал и управляет, и Он Господь, единственный, который заслуживает поклонения. Об этом как раз таки и говорит сейчас автор. Что сказал? То ответь: мой Господь Аллах, который создал и взрастил меня и все миры из своей милости. Я поклоняюсь только Ему и никому иному. Потом привел доказательства из суры Аль-Фатиха. Потом сказал: каждый, кроме Аллаха, относится к мирам, и я один из них. Значит, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, не оставил человека без присмотра, однако заботится о нем. И каждый человек должен чувствовать это, что он не живет сам по себе. Нет, он находится под присмотром Всевышнего Аллаха, который создал его. Если же тебя спросят, продолжает автор, говорит, если же тебя спросят, как ты узнаешь своего Господа? Мы узнали то, что у нас есть Господь, который создал нас и позаботился о нас. Узнали же? Теперь, как ты узнаешь Его? Этот Господь необходимо, чтобы Он обладал качествами, великими атрибутами. Как ты узнаешь о Нем? Как ты познаешь этого Господа, которого ты признаешь? Если тебя спросят и зададут такой вопрос, то ответь и скажи, говорит автор, то скажи по Его знамениям, на арабском как? Аятам и творениям. Я узнаю своего Господа по Его знамениям и творениям. Потом говорит автор, к Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. И к числу Его творений относятся 7 небес и 7 земель, и те, кто в них и между ними. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Потом привел 37-й аят из суры Фуссалят. Доказательством на это является высказывание Всевышнего среди Его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь. Потом говорит автор, Всевышний также сказал в 54-м аяте суры Аль-А'раф: «Воистину ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон». То есть после того, как Аллах создал небеса и землю за 6 дней, если бы захотел, Аллах создал бы его в один миг. Но Он по своей мудрости захотел создать все за 6 дней. Некоторые ученые сказали, чтобы показать творениям, что нужно дела делать не спеша и подходить к вопросам мудро, раздумывая, размышляя и не торопиться. Который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон. Он создал трон и вознесся на него. Вознесся, то есть поднялся на трон. Так, как подобает Его величию. Так, как Он вознесся, не знает никто, как это выглядело. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Его качества нельзя представлять, какие они на самом деле. Почему? Потому что этого все равно не достигнешь и не сможешь объять своим разумом. Потому что Аллах не похож ни на кого и ни с кем не сравним. Поэтому верим в это, то, что Он вознесся на трон, знаем смысл этого, что Он поднялся на трон, но как мы не знаем и не видели, но веруем в это, строго веруем, как говорили сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и доказательства на то, что Аллах возвышен над своими творениями и находится над троном, многочисленны в Коране, в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и этого придерживались все сподвижники и их ученики. И в это уверовать обязательно каждому верующему, если он верующий. Потом сказал, Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. То есть никогда не отстает, не запаздывает. Ночь, когда кончается день, и не запаздывает день, когда кончается ночь. Кто-нибудь из вас видел такой день, когда ночь запоздала и не пришла? Или ночь, когда день запоздал? Не было такого. Вот про это и Всевышний говорит, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды, все они покорны Его воле. Солнце, луна и звезды, все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Он повелевает, а все Ему покорны и подчиняются Ему.
беспрекословно. Потом сказал: благословен Аллах, Господь миров. Опять-таки Господь миров. Почему? Потому что все под Его охраной, все под Его обеспечением, все на Его содержании, все зависят от Него. Он благословен, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, то есть благословляет все, даруя им все то, что необходимо, и отвращая от них все то, что им нелюбимо. Так как Он Господь миров. Субханаху ва Тааля. Это мы прочитали слова автора с кратким пояснением. Про что здесь говорится в этих его словах? В этих словах автор хочет сказать то, что мы познаем своего Господа Субханаху ва Тааля, наблюдая за Его творениями. Знаете, братья, то, что знамения, которые указывают на Всевышнего Творца, делятся на два вида. Первое — бытовые, созданные, наблюдаемые, окружающий нас мир, который мы видим своими глазами. А второй вид — это читаемое нам откровение, ниспосланное Аллахом своим пророкам и посланникам. Эти два вида познания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, на них указывает разум человека. То есть, если посмотришь сюда, поймешь, если еще твой разум при тебе, если ты адекватно мыслишь, поймешь, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля есть, Он существует. И то, что Он, Табарака ва Тааля, великий, обладает совершенными качествами, и что только Ему нужно поклоняться. А потом посмотришь на второй вид знамения, а именно откровение Аллаха, священный Коран, Его книга, которую Он ниспослал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а также Его речь, хадисы, тоже поймешь логически, разумом, аклям, что это одно из средств познания Аллаха. Почему? Потому что логически можно доказать, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не возлагал на Аллаха ложь и не является он самозванцем, а был поистине пророком. Это мы с вами докажем, и об этом будем говорить в третьей основе. Познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, эти два вида знамений Аллаха, на них указал разум. На них указал разум. Все логически принимаемо. Ничто невозможно отвергнуть. Никто не сможет отвергнуть эти знамения, ссылаясь на то, что здравый рассудок на это не указывает и не может принять. Почему? Потому что все обстоит иначе. Значит, эти два источника познания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Сейчас автор здесь говорит о первом виде познания Всевышнего Аллаха, а именно наблюдение за творением вокруг нас. Почему? Потому что мы каждый день с этим сталкиваемся и каждый день это видим. Возможно, есть такие люди, которые живут мало ознакомлены со священным Кораном, да? Мало ознакомлены с хадисами и изречениями кого? Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как, допустим, пастухи или бедуины, которые всю жизнь живут. Где? Либо в пустыне, либо в деревне, в аулах, которые пасут скот. Но есть знамения, от которых они никуда не денутся. Один бедуин, смотри, что сказал. Бедуин говорит: помет, на своем языке разговаривает, помет указал на то, что здесь прошелся скот, домашнее животное. След указал на то, что здесь прошелся кто-то. Ты увидишь след, это же тебе на что укажет? Сразу тебе в голову что придет? Что кто-то здесь прошелся. Этот след указывает на того, который прошелся. Либо человек, либо животное. Увидишь помет, тоже поймешь, что здесь было домашнее животное. Понятно? Потом говорит этот бедуин: а как эти звезды, как это море не укажет нам на существование Всевышнего, могучего, знающего, проницательного, Субханаху ва Тааля. Поэтому знамение было и названо ая, которое указывает нам на кого? Слово ая вообще буквально переводится как аят, знамение, переводится буквально как указатель на что-то. Как будто бы окружающий тебя мир указывает на Творца Субханаху ва Тааля. Какой он? Указывает. Допустим, смотря на окружающий тебя мир, ты можешь смело говорить то, что Творец существует. И то, что этот великий Творец, который существует, обладает неограниченной силой и неограниченной мудростью, которую невозможно объять. Потому что вокруг тебя такие великие знамения, великие творения. Все так точно сделано, все так прекрасно создано. Это гармония в бытие, создании. Указывает тебе на Творца, что Он, Субханаху ва Тааля, совершенный. В своих именах, в своих атрибутах, в своих делах, Субханаху ва Тааля. Заметьте, здесь автор привел два вида доказательств, которые относятся к окружающему нас миру. Первый вид — это движущиеся, изменяющиеся творения. Второй вид — недвижущиеся. К движущимся, изменяющимся относится что? Солнце, луна, еще что? Звезды, ночь и день. К недвижущимся относятся небеса и земля. И потом, заметьте, знамениями он назвал ночь, день, солнце и луну, что касается небес
и земли, то назвал их творением. Разве солнце и луна не являются творениями? Являются творениями. Назвал их знамениями. Разве и небеса и земля не являются знамениями? Являются знамениями. Но назвал их здесь творениями. В этом небольшой секрет. А именно в том, что знамение, которое тебе сразу укажет на Творца, более яснее выражено и показано на солнце и луне ночи и дни, нежели небес и земли, которые неподвижны. Небеса и земля указала нам на Творца, но то, что двигается и меняется, еще яснее указало нам на Творца, субханаху ва тааля. Еще яснее указала нам и показала нам на Творца, субханаху ва тааля. Поэтому именно ночь и день, солнце и луну выбрал Ибрахим, алейхиссалям, когда спорил со своим народом, когда призывал их к Аллаху поклоняться. Пророк кто? Пророк Ибрахим именно эти знамения, которые видели они, использовал в своем призыве Ибрахим, алейхиссалям. Когда сказал, как это приводится в суре Аль-Ан'ам, «Фалямма джанна алейхи лейлю, раа каукаба, каля хада рабби». Когда ночь покрыла Ибрахима своим мраком, и он увидел звезду, что сказал? «Вот мой Господь». Они, люди вокруг него, поклоняются кому попало, поклоняются творениям Аллаха, поклоняются звездам, среди них были те, которые поклонялись солнцу, луне, понятно, да? И он сейчас с ними дискуссирует, призывает их логикой. Наступила ночь, говорит Всевышний Аллах. Ночь покрыла своим мраком их. И он увидел звезду Ибрахим и сказал: вот мой Господь. Потом Аллах говорит: «Фалямма афаля, каля ла ухиббуль афилин». Когда же эта звезда закатилась, он сказал: я не люблю тех, которые закатываются. То есть наступил день, звезда исчезла. Где Господь, которому они поклоняются? Нету его, исчез. Фалямма. Потом Аллах дальше продолжает в суре Аль-Араф, говорит: «Фалямма ра'ал камара базиган, каля хада рабби». Когда же он увидел восходящую луну, сказал: вот мой Господь. Фалямма афаля. Когда же луна исчезла, каля, он сказал: ла иллям яхдини рабби, ла акунанна минал кауми даллин. Если мой Господь не укажет мне на прямой путь, я окажусь из числа людей, которые заблудились. Фалямма ра'аш шамса базигатан, каля хада рабби, хада акбар. Когда же Ибрахим увидел восходящее солнце, то сказал: вот мой Господь. Это намного больше других по размеру. Фалямма афалат, каля я кауми, инни бари'ун мимма тушрикун. Когда же солнце исчезло и зашло, он сказал: о народ мой, я не причастен к тому, что вы предаете в сотоварищи, что вы приобщаете к Аллаху субханаху ва тааля. Меня сейчас здесь с вами интересует, что он выбрал в качестве призыва поразмышлять над созданиями Аллаха движущимися, изменяющимися, которые автор здесь сейчас назвал как аятами, знамениями, потому что в них намного яснее указано то, что Аллах Творец. Почему? Потому что человек, когда наблюдает за солнцем, как оно восходит, как оно заходит, наблюдая за звездами, как они появляются, как они исчезают, наблюдая за ночью, когда она приходит, когда уходит, наблюдая за днем, который приходит и уходит, когда смотрит, у него появляется куча вопросов. Появляются у него вопросы: почему это пришло, а это ушло? Что движет этим всем? Что-то движет, кто-то управляет этим. Уже логически ты размышляешь и приходишь к тому, что есть кто-то, кто управляет этим. Есть кто-то, кто управляет этим. Почему? Потому что они подчинены чьей-то воле. Они покорны кому-то. Солнце покорно встало и покорно село. На замену солнца пришла луна. Потом луна исчезла, пришла солнце. Ночь покрыла своим мраком творение. Потом пришел день, который осветил людям что-то. Кто-то управляет. Кому-то это все подчиняется. Ответ – вот это вот твое врожденное чувство, с которым тебя создал Всевышний. Аллах, Господь. Он создал это. Поэтому Ибрахим сказал в конце: народ мой, я не причастен к тому, что вы приобщаете к нему, сотоварищи. Призвал их через это к тому, чтобы они поклонялись ему одному, субханаху ва тааля. Как раз таки на это здесь указал автор. Когда сказал, дальше с вами читаем, говорит: Господь – это тот, кому поклоняются. Почему? Потому что Всевышний Аллах, говорит автор, доказательством этого является высказывание Всевышнего: «О люди!» Обращается к людям, говорит: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь, все-таки побоитесь Аллаха, субханаху ва тааля, и начнете поклоняться Ему. Поклоняйтесь кому? Вашему Господу, который позаботился о вас,
который создал вас и который управляет всем тем, что вокруг вас. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. То есть позаботился о вас, Он ваш Господь. Потом, смотрите, в конце говорит: посему никого не равняйте с Аллахом осознанно, в то время, как вы знаете. Нельзя равнять Аллаха с кем-то. Поэтому здесь автор говорит, Ибн Кафир, известный, большой ученый в исламе, толкователь Корана, выдающийся толкователь Корана Ибн Кафир, в своем известном толковании Корана Тафсире говорит, творец этого всего достоин поклонения. Почему автор привел сейчас слова Ибн Кафира? Потому что Ибн Кафир все мусульмане знают, и все мусульмане доверяют Ибн Кафиру. Почему? Потому что Ибн Кафир в своем толковании Корана везде опирается на слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на слова его сподвижников и на слова табиинов, то есть учеников сподвижников. За пределы их толкования не выходит, поэтому мусульмане ему доверяют смело. И привел у него слова для того, чтобы ты не сомневался в том, что сейчас говорит автор. Именно пророк и сподвижники его понимали этот вопрос вот таким вот образом. И все они говорили об этом. А именно, что Творец всего этого достоин поклонения. Почему? Потому что Он Создатель. Никто, кроме Него, не заслуживает, чтобы Ему поклонялись. Субханаху ва та'аля. Аллах в Коране говорит, «Хада халкуллах, фааруни, мада халака аллазина мин дуни». Вот творение Аллаха. То есть, о люди, смотрите, вот творение Аллаха, которое окружает вас. Покажите мне то, что создали те, которым вы поклоняетесь помимо Него. Те, которым вы поклоняетесь, статуэтки, дерево, камни, талисманы, нитки, могилы, умершие люди. Кто бы ни был, те, кому вы поклоняетесь, покажите, что они сотворили и что они создали. Все единогласно скажут, что они никакого участия в этом не принимали. Признаешь это? Признаю. Тогда поклоняйся Ему. Не поклоняйся другим. Всевышний говорит в своей книге «Афама яхлюку, камалла яхлюку, афаля тадаккарун». Разве тот, который создает и творит, равен тому, который не создает и не творит? Афаля тадаккарун. Разве вы не опомнитесь, говорит Всевышний Аллах? Не равняется тот, который сотворил, и тот, который не сотворил. К числу создания и творения Аллаха относятся ночь и день, солнце и луна, как говорит здесь автор. И в этом великое знамение. Поэтому Всевышний сказал, не падайте низ перед солнцем и луной, не поклоняйтесь вы ни солнцу, ни луне, несмотря на их великую пользу, которую они приносят, и великий размер, которым они обладают. Несмотря на это, не поклоняйтесь. Почему? Потому что они сотворены, они создания. А поклоняйтесь только одному Аллаху, который сотворил это все. Поэтому призываем всех мусульман к тому, чтобы они размышляли над созданием, творениями Аллаха почаще и приходили к этому выводу. А именно, что Творец всего этого достоин поклонения. Но, к большому сожалению, люди из-за того, что каждый день смотрят на солнце и луну, перестают извлекать из этого пользу. И то, что каждый день видят ночь и день, перестают извлекать из этого пользу. Хотя в этом великие знамения для людей размышляющих. Но так как это происходит каждый день, и видят они это каждый день, тем более в наше время, в том веке, в котором мы сейчас живем, везде есть освещение, мало кто извлекает из этого пользу. Мы призываем мусульманам не уподобляться неверующим людям, которые не размышляют над творениями Аллаха субханаху ва та'аля. Аллах в Коране говорит нам, представьте, если Аллах заберет у вас ночь, и постоянно будет день, кто принесет вам заново ночь, в которой вы будете отдыхать? Другое божество помимо Аллаха? До каких пор вы будете блуждать, ходить? Если Аллах заберет у вас день, и постоянно будет ночь, кто придет вам заново с днем, в котором вы будете жить и работать, общаться? Нужно обращать на эти знамения внимание. Поэтому призываем размышлять и приходить к этому выводу, а именно, что Творец этого всего достоин поклонения. Теперь возникает у нас вопрос, что такое поклонение? Ты говоришь, Творец всего этого, который создал все это, заслуживает поклонения. Объясни мне, что такое поклонение и что относится к поклонению. Как раз таки к этому сейчас приступит автор.